Оба-оба. А кто отсюда вышел? Вот такое ощущение, что какой-то вредитель у нас здесь завелся. Так, я же специально логинился сюда. Не то. Не то. Так, а где эта штука? Угу. У тебя джингла не было никакого? Не было. Что такое? Ну давай живиться, начинай. А чего я-то? Ну, Фри Смоленск, твоя же Да организация. я не это самое, не настроен сегодня. Ну, короче, мы сегодня на волнах среда, 17 часов, 19 февраля 2025 года. На волнах ИМИ радио сегодня будет необычный выпуск Смоленского республиканского центра радио Фри Смоленск. В качестве ведущего сегодня Зуртан Халтаров, а в качестве приглашенного гостя будет выступать Владислав Живица. Владислав, приветствую. Приветствую. Ведущий будет в качестве приглашенного. Да, ну то есть получается небольшая смена, потому что Владислав немножко приболел. Я говорю, давай прямой эфир запускай, а он такой говорит, не, я сегодня плохо выгляжу, я страшный, короче. Так, что у нас с этой штукой, надо как-то ее закрепить. Угу. Интересно. Нужно ослабить сначала, поставить, потом закрепить. А, нет, что-то тут... Ну, что-то, короче, происходит с этим микрофоном. Ладно, ну, сегодня из последних новостей, которые вот у нас были на этой неделе, в общем, там странная ситуация с представителями белорусского народного движения, да, революционного. Что там произошло? Какие-то сегодня вот на этой неделе были такие новости. По-моему, с твоим приглашенным, значит, гостем это приключилось. Немножко поподробнее расскажи. Евгений Дудкин, представитель партии БХД. Угу. БХД это что такое? Белорусская христианская демократия, керовник отделения Варшавского, по-моему, да. И он же председатель фонда БХД одноименного. То есть он сам организовал этот фонд, да? То есть... Нет, он не организовал, он пришел, так сказать, после следующего человека в его управление. Ясно. Вот. А, собственно, старожилы этого БХД обвинили Дудкина в том, что он решил совершить рейдерский захват этого фонда. Но я так понимаю, что здесь очень много таких белорусских движух. Почему мы, кстати, для наших зрителей, в том числе для моего YouTube-канала, это объясняем? Потому что, ну, Смоленск, это было, в общем-то, сейчас даже по генетике отдельно есть такое понятие «русские» в скобках Смоленск. Потому что русские в скобках Смоленска, они на 50-70% являются поляками этническими, и у них очень близкое сродство с белорусами. И первая столица, собственно, Белоруссии, вот этой советской, социалистической, это был Смоленск. И относительно недавно Смоленск был отторгнут, так скажем, от тела Белоруссии, и поэтому для нас, вот для
Смоленского республиканского центра ситуация, происходящая в белорусском политесе, она довольно важна. И вот сейчас мы поэтому объясняем, ну, разговариваем на эту тематику, так что не удивляйтесь абсолютно, зрители. Да. Как говорят белорусские друзья, что творится у нас, то будет твориться и у вас. Они всегда это говорили. Мгм. Да, где-то там гайки зажимают, где-то там у них в Беларуси были какие-то практики, там чуть ли не целые семьи задерживать, то будет в принципе обкатываться и в России. Поэтому все, что происходит в том числе и в эмиграции, в оппозиции белорусской, нужно тоже применять и на оппозицию деколониальных Вот движений сейчас в от России. Дудкина немножко оставим. Короче, сегодня мне прислали видео на телеграм-канале одном. Объяснялось, что прошли массовые обыски у сторонников, значит, съезда народных депутатов. Ты уже говорил о том, что к тебе, к твоим родителям уже приходили эшники. То есть с чем это ты связываешь? Я связываю это с тем, что наш Смоленский республиканский центр попал в этот список 172. Вот. К Курбскому тоже приходили. Кому еще пришли, известно? Мне больше никто не давал обратную связь по этому поводу. Вот. Угу. И так как я что-то как-то читал в каких-то там, где-то проскальзывало, что и съезд народных депутатов тоже туда вроде как впихнули. Но туда впихнули вообще кучу организаций, например, такую организацию, как Азиаты Россия, она вообще, в принципе, Вот. не является никакой ни экстремистской, ни террористической. Изначально это был просто, так скажем, паблик, направленный на, ну, просто на там, зарабатывание путем рекламы и так далее. Ну, понятно, что когда возникла ситуация, значит, с мобилизацией и так далее, они немножко активизировали, так скажем, свою деятельность в области политики. Ну, такой, как тебе сказать-то, это заимствованное у казахов и у кыргызов. То есть, ну, логика такая там была. То есть, американские университеты, они с помощью грантов USAID, значит, спустились туда на парашютиках в Казахстан, Кыргызстан, там, я не знаю, еще какие-то, может быть, центральноазиатские страны. И там начали вести политику по деколонизации, короче. Да? Ну, у них она такая смешная, деколонизация, типа не трожь белых, типа белые должны вину признать, да, ну, вот это чисто левацкая такая идеология. Причем не просто какая-то левацкая, а смешанная, ну, с таким наивностью, так скажем, да, то есть на постсоветском пространстве значит, интеллигенция, выросшая там, значит, на сталинских заветах и вот этих традициях русского мира, да, она вот эту деколонизацию, ну, просто не воспринимает. И вот они ее восприняли и зачем-то начали вот тарабанить, короче, на эту тему, вместо того, чтобы сконцентрироваться на Бурятии для бурят, бурятам бурятскую власть, и Бурятии от Енисея до Амура начали трындеть там, про то, что там бурятам квартиры не сдают, да мы, буряты, почему за вас там дохнем в Украине, там пятое, десятое, начали обелять, значит, тех персонажей, которые участвовали в том числе в этнических чистках в Украине, да, в геноциде прямом, да, и говорить о том, что, ну, мы, буряты, там попали под опрессию, мы никакой вины за собой не чувствуем. Отчасти это так, отчасти это я согласен с ними, но с другой стороны, ну, выдавать себя, что мы вообще в принципе не субъекты политики, там, батон крошили там на Франциско, который сейчас при смерти, кстати. Что ты думаешь, кстати, что там у вас? Никакие иерархии не помирают в Смоленской области, Смоленской республике, так сказать? Пока никто не Потому помирает. что я залез недавно в интернет, у нас в Бурятии, там еще Ладой Римпаче, оказывается, почил в ВОЗе там с 5 или 7 февраля. Сейчас Агахан, лидер исмаилитов, тоже умер примерно в те же время. В то же время уже готовят, значит, выборы в Ватикане, потому что, видимо, Франциска II спасать не будет, он заболел пневмонией, видать, больше не встанет, короче. Ну, то есть, это какой-то год такой, связанный со смертями высших иерархов многих да, сект и движений. небезызвестный патриарх Кирилл, он же до этого был митрополитом Калининградским и Смоленским. Ага. И есть устоявшееся выражение, которое распечатано с ликом патриарха, было
и развешано по городу Смоленску, что Смоленск земля патриарха. Вроде так, да. Мгм. Вот. Периодически он, да, приезжает в Смоленск, наезжает кортежем своим. И я думаю, если вдруг, раз пошел этот самый патриархопат, то ну, я очень жду, что какой сейчас февраль, март, Мгм. к маю где-нибудь, чтобы там к 9 мая, если откинется патриарх Кирилл, это будет бомба, конечно. Типа умер Но я думаю, да, 9 что мая. в этом году еще, значит, случится, я думаю, изменение ситуации в Тибете. Там и Далай-Лама тоже, он старше, чем Франциск на самом Люди, деле. да, старые, И у всех конец. тратятся огромные суммы денег на поддержание, все-таки там действительно уже плохое состояние. То есть я думаю, что этот год он этим ознаменуется. Но вот что ты думаешь насчет тех движух, которые вот Трамп все-таки решил реализовать? Как ты вот смотришь на это принуждение Украины к миру любой ценой? Чем чревата вот подобная политика со стороны США? Как ты оцениваешь вот этот визит вице-президента Венса в Мюнхен на Мюнхенскую конференцию, да? То есть в целом, как ты оцениваешь положение, в том числе тех национальных движений, которые в своей, значит, деколонизаторской, так скажем, освободительной борьбе заявляли о том, что неизбежно Украина выиграет, победит в этом конфликте, Путин будет низвергнут, а Россия развалится. Вот что ты сейчас на этот счет думаешь? Что мы не видим победы Украины явной, потому как, ну, видим, что никаких изменений на фронте нет. Мы не видим того, что Америка там поставит там 1000 Брэдли, 1000 Абрамсов, которые могли бы изменить ход сражения, да. Мы не видим десятков тысяч наемников, которые бы Америка могла организовать со всего мира, такое же отребье собрать и послать туда, не под своим флагом, безусловно. То есть мы не видим того, что война будет закончена на условиях Украины. Что ты Ну, об этом да. думаешь? Как я и говорил, Трамп это мышление у Трампа, мышление барыги. А барыга с медиаресурсом это олигарх. А чтобы Мгм. что-то у него есть что-то, и он может это дать что-то, а чтобы это получить, надо что-то дать взамен. Вот. Украина вроде да отказалась подписывать там соглашение передачи редких природных ресурсов. Вот. Что может предложить Украина взамен как раз-таки на 10 тысяч каких-нибудь реднеков, которых можно пособирать? Не знаю, не приходит ничего в голову. В общем, надо что-то предлагать Трампу. Иначе что-то предложит ему Путин. Вот так у них, у бизнесменов, у барыг работает. Ну, Это то с есть, этим серьезное возмущение, ты конечно. считаешь, что когда Путин, значит, нарушив Будапештское соглашение 1994 года, оттяпал сначала Крым в 2014 году, а потом, значит, развязал убийственную войну, геноцидную войну, связанную с уничтожением просто украинского населения, украинских патриотов. То есть ты считаешь, что американцы готовы вот подобное оскорбление стерпеть? Да. А, ну, тогда кто им поверит, если они заключают такие соглашения, а потом говорят, ну, извините, мы там против убийства, типа, ну, знаешь, как с гуманных позиций Мгм. выступает. Вот слишком много там, типа, народу передохло. Трамп там говорил, ему там, видимо, какие-то фотографии показали из этих мясных штурмов, когда там, ну, просто трупы валяются, там все покалеченные, на него это, видимо, произвело сильное впечатление. Он говорит, а вы видели фотографии из Гетисберга, там вот эти трупы наваленные и так далее. Неужто на дельца трупы каких-то граждан там из shithole countries, они могут произвести впечатление какое-то? Вот. Должна быть политическая воля.
для такого серьезного шага. Не, ну смотри, а он же заявлял в своей политической программе перед выборами, что он эту войну закончит. Так Чуть ли он не не за говорил, один как день. он ее закончит. Может быть, вот оставить у России то, что она захватила, да и все как бы. А там расположить, по другую сторону Днепра расположить какие-нибудь европейские базы. Ай. Вот в пример, тогда, когда башни-близнецы были разрушены, кто там был? Джордж Буш старший, да? Ну, Да. я даже помню эти Да, моменты. сразу все вдруг и даже по-моему, Швеция, да, и немцы все сразу вдруг вспомнили, что они в НАТО и полетели, в общем-то, бомбить тапочников. Ну ладно, одно дело тапочников бомбить, опасных тапочников. Другое дело, конечно, худо-бедную вот эту вот мясную вторую армию мира. Вот. Мы, наверное, должны ожидать какой-то политической воли, если не от Трампа, то от лидеров европейских. Тут уже он ползет по интернету новость об создании единой европейской армии. Так она давно ползет, она, по-моему, если Но я не вот сейчас ошибаюсь, с 21 года еще больше. объявили о создании, что будут создаваться отдельные Да, там блин, войска Европейского Союза. пожалуйста, да, создавайте. Ну, уже ж есть же готовые какие-то воинские части, которые можно просто формально перевести там в Union Army какую-нибудь. Ну, по-моему, вот этот драфт, набор, рекрутчина, это вообще дело-то плевое. Вот, я с удивлением обнаружил о том, что у нас запись вообще идет, нет, потому что у меня такое ощущение, что нас не слышно. Я вот, ну-ка поговори-ка в микрофон. Слышно? Слышно. А, да, Меня я слышно. тебя вижу, да. Ну, Ага. то есть придется вот так несколько ближе в микрофон говорить. Да. Тут ситуация, видишь, следующая, короче. Я недавно узнал из польских СМИ о том, что, оказывается, больше 100 тысяч мужчин-поляков бомжуют по Германии. То есть в Германии, представляете, такая ситуация, я более чем уверен, что там бомжей из других таких стран, типа Румынии, Болгарии, это примерно одинаковое количество. То есть вот эту всю бомжующую массу, в принципе, можно в 10 дивизий укомплектовать. Это будет то же самое, как такое же войско, которое там, ну, незаконно будет подпаиваться и подкармливаться всякими, значит, наркотиками. А это будет такой же аналог ЧВК Вагнера, так скажем. Что значит И вот такую бомжующие? массу бросить, ну, бомжующие, Они, натурально, ну, может, то есть на бездомные, велфере, нет? так называемые, ну, если правильно говорить, то мужчины, находящиеся в кризисе бездомности. На велфере, нет? Даже Не на на велфере, это просто, ну, то есть живут на улице, там, питаются с помойки и так далее. То есть ну, велфер это слишком жирно, как говорится. ну, Ну. поэтому они и уехали в Германию, чтобы бомжевать. Ну, видимо, там лучше, даже бомжуется там великолепно. Не, но ситуация в том, что вот этот ресурс мобилизационный, он есть. Я просто на другом эфире у Иржана Тургумбая сказал о том, что Европа, она старая, богатая, они не хотят воевать, плохо размножаются, то есть слишком мало населения до 18 лет, то есть тех, кто, ну, так скажем, какого-то в кино пелись, да, там, что-то, война, лекарство против морщин, да, то есть почему доказано даже, что почему, в общем-то, набор начинается там с 18 лет, и всех пугают так называемые дети войны, да, которые там в камбоджийских конфликтах участвовали, тоже, например, завоевание монголами Руси, там западный поход этот, он тоже был в основном выполнен малолетками, так скажем, 12-13 лет их на коня сажали, короче, и они вот это все время бились, так называемые дети войны, да, то есть есть же даже специальная конвенция, запрещающая использовать детей. Почему? Потому что они к 18 годам вырастают абсолютно бессердечными, жестокими убийцами. Для них отнять жизнь какого-нибудь старика и так далее вообще ничего не стоит. То есть там как бы у них даже ни один нерв там или никакие Ну, мысли нет. Потому что они с 14 лет воюют. одеть С 12. этого самого бродягу, который там в Германии в форму, и научить его один раз, два стрелять из автомата, это одно дело. Ну, А другое дело еще обучить этого солдата так, чтобы он успешно выполнял свои задачи. так а что? Вот в чем.
размен неплохой. Одного бомжа европейского на один дрон ценой $300. Мгм. Да. Вспоминается как раз-таки захват этими европейскими бомжами Смоленска по приказу. Ну, не по приказу, а нанимал царь московский у него был советник шведский. Ну, Делагарди, да? И ВКЛ была конкурентом вообще на шведскую корону, и шведам это очень не хотелось, и поэтому они натравливали Московию расчленить Великое княжество Литовское. И они собрали 7 иноземных полков, так называемых, немецкого строя. Немецкого в кавычках, потому что там непонятно было, что какие земли немецкие, они разные были. И в том числе там были и голландцы, и всякая рвань да голь. И она успешно воевала, кстати. Самые успешные полки. Ну, смотри, он быстро... в Европе-то рвань да голь, а потом они же все там, вот этот Лермонт там и так далее, они же все дворянское достоинство получили в России. Да. И там девок получили, там имущество, пару деревенек и так далее. Дедушка, им было за что воевать. Дедушка Лермонтова, кстати, где-то его костяшки в Смоленске. Его там мочканули на речке недалеко прямо от центра. Ну, он потомство-то, я так понял, успел оставить? Успел. Причем даже официальное? Да, все официально, успел. Ну, первый раз нормально, там получил отгреб в Смоленской войне, потом еще раз пошел, да, там еще и умер. Вот. Пишут, чувствуется, что гость левачок. Так а кто гость-то? Какой левачок? Ну, не знаю. Ну, вообще я социалист. Национал-социалист, да? Смоленский социалист. Ну, если вы в таком, да, понимании, то я очень даже социалист. И никогда не говорил, что я правачок. Так, перейдем к вот этому, значит, вопросу с высокой инфильтрацией, значит, агентами КГБ, значит, белорусского политеса. Ну, то есть, я так понимаю, что все-таки это элемент политической борьбы, потому что я так понимаю, что Дудкина обвиняли в том, что он пытался захватить какое-то движение, ну как это возможно без соратников, то есть у Дудкина есть соратники. Да. И я напоминаю, мы предоставляем на нашей передаче Фри Смоленск возможность выступить всем тем, кто обвиняет Дудкина, и выступить самого Дудкина по поводу этих обвинений, прояснить, разоблачиться, так скажем, перед нашими слушателями и соратниками, например, да, для того, чтобы, как говорит, ну как это водится, что в блуд не входило, да, то есть чтобы, ну он сказал, что вот он пост опубликовал, что там с 9-го года по 16-й он был супрацовником, да, КГБ и делился, значит, с белорусским КГБ данными о, значит, положении, о деятельности, так скажем, демократического белорусского движения, то есть он в этом признался, но с момента нахождения в Польше он перестал отчеты посылать или как? Да. Ну, я его хорошо знаю. А что насчет информации по поводу того, что его значит, деятельностью, его персоной занялась польская контрразведка АБУ? Ну, это дело-то есть? Да, даже если она занялась, то они попросили бы не рассказывать. Возможно, сейчас что-то... Но дело в том, что вот если вы погуглите, дорогие друзья, в Польше была задержана и судом признана виновной в работе на КГБ Белоруссии актриса взрослого кино, некая порнозвезда, но которая при этом была отпущена на поруки, где-то это Познань или Вроцлав, и она не явилась отбывать, то есть она была осуждена, но она не явилась отбывать наказание, то есть скрылась. Штраф, да. Ну, конечно, то есть такие персонажи существуют, и разведывательная деятельность на территории Польши, она уголовное преступление. Задача АБУ сейчас выяснить, что сейчас ли он работает или не работает. Они ему, естественно, ничего не сделают, если он там когда-то что-то работал тогда-то. Ну, что, ну ладно уже. Вот. Но тут вопрос такой, его завербовали воздействием компромата, или как ты вот рассказывал, тебя колотили эти менты там и так далее на протяжении 8 часов. 6-8 часов, да. Ну, у меня было дело где-то
в году 11, наверное. Не помню уже. Когда была популярна большая игра Петра Хомякова, вот, и я собирал всякую как раз таки шушеру из футбольных фанатов, из скинхедов, маломальскую оставшуюся в команду. И, ну, если вы почитаете, да, что такое большая игра... Я же говорю, он не левак, он национал-смоленист. Не, я социалист. Ну, это хороший... Честно говоря, вот эти правочки, скинхеды и футбольные фанаты, российские, россиянские, они тупые, как бревно. Даже когда ты хочешь организовать во что-то лучше, не, они пойдут лучше ударят какого-нибудь индуса-медика и пивка попьют, поорут на стадионе. Так что это, конечно, такое себе было занятие, не очень. Ну, когда вся эта движуха, да, выяснилась, кто что делает, потому что план предусматривал то, что это были разрозненные автономные группы, которые вообще друг о друге не знают, которые должны были выдвинуться на Москву и разрушить ее инфраструктуру. А, кстати, что-то было в тех годах, там, по-моему, каких-то 2 ребят задержали, я помню еще это, значит, они признались в том, что они хотели какую-то то ли ТЭЦ, то ли ГРЭС где-то взорвать, Вот короче. это была, да, такая одна из задач повреждения. Да, типа, а они их когда, ну, то есть их уже там судили, что ли, в этом процессе все это шло. И припоминаю, что они сказали, так это и так все старое, короче. Это типа надо разрушать. И в этом было рациональное зерно, потому что у нас в УЛНУД как раз вот это 30-х годов их модернизировали, правда, эту, значит, электростанцию ее модернизировали в 60-е годы, но с тех пор, ну, чем-то вывезенным из Германии, короче, модернизировали, но с тех пор она, в общем, только сжигает топливо, чадит, значит, в УЛНУД, производит, электроэнергию не производит, производит только тепло, и собирают с людей там тройной, четверной тариф, понимаешь, да, и только вот эта контора, которая сжигает дешевый непонятный уголь, короче, отравляя полностью экологию города Улан-Удэ, да, огромное количество людей из-за этого, значит, начинает болеть онкологией, потому что там в 90-е, в начале 2000-х годов сжигали радиоактивный уголь из Нерюнгри, прям в Улан-Удэ никто этого не стеснялся, короче. Сейчас мы получили огромное количество онкобольных в городе. И, конечно, такую инфраструктуру надо разрушать. И если бы ее разрушили, это не позволило бы воровать вот этим жуликам путинским большие, огромные финансовые средства. Вот. Рациональное зерно Да. есть. Поэтому, Взрывайте ТЭЦ в Улан-Удэ. да, уничтожайте инфраструктуру. Это первое, что, в общем-то, когда диверсионная группа заходит, она обесточивает объект. Угу. Чтобы не было возможности воспользоваться светом, там, позвонить, подать сигнал. Вот. Также и с населением работает. То есть, если там начать разносить ТЭЦ, станции по очистке воды, теплостанции и прочее. Не, но если их электроэнергии лишить, они же встанут, просто вода поставляться не будет. Ну и пусть там все это нахрен встанет. Вот, какое-то видео видел. Мужикам на заводе не выплатили деньги, они начали разносить там первый этаж у входа. То есть мы, конечно, здесь в эмиграции явно не сможем со штыками туда что-то принести. Начнется ватный бунт там. Вот. Он будет ватный, русский, беспощадный. Будут, значит, за свои бабки там какие-то, вот неотданные гроши с завода биться, за еще какую-нибудь краюху хлеба там друг с другом. Все с ментами, менты с чиновниками, блядь. УФСИН будет закапывать в лесу какого-нибудь мента, ФСБшники будут какого-нибудь УФСИНовца пытать паяльником. Веселуха будет. Да, мне кажется, ничего не будет, потому что и так знает, что все разворовано, что разворовано, то украдено, Ну, так надо... что украдено, то уже не найдешь где-нибудь за рубежом хранится. Банды ветеранов Вагнера в совокупности с каким-нибудь криминальным авторитетом. Ну, у нас там история, у меня мои соратники там периодически сбрасывают, значит, в личку там различного рода, значит, сообщения. Там в Северобайкальске, это, ну,
территориально это как бы Бурятия, но, так скажем, политически, географически это, ну, как скажем, ваша Смоленская там губерния, потому что местного населения нет, там живут в основном вот эти любители этих длинного рубля, так называемого, которые прикатили в свое время, значит, на стройке вот этого БАМа. Была же такая поговорка: приезжай ко мне на БАМ, я тебе гитару дам, да? Ну, правда, там на рельсах было, и не гитару. Ну и, в общем, ситуация в чем? В том, что там поймали банду некую, которая внезапно, значит, ставила на счетчик вот этих как раз СВОшников там и так далее, и с них гребла, ну, вымогательством занималась фактически. С другой стороны, я подозреваю, какое туда население идет, да, вот в эти во все структуры. Они же там все, ну, в общем-то, воевать, может быть, их и научили и все прочее, но, так скажем, как мне там люди пишут грамотные, ну, по жизни эти СУОшники это лохи, ну, в общем, не очень умные люди. И он говорит, что этих не очень умных людей при деньгах не грех раскулачивать, так скажем. Понимаешь логику, да? То есть это сейчас СВОшник, да, особенно, ну, такой, знаешь, который внезапно почувствовал, что он не лох. Это вот, ну, просто для местного криминалитета это такая, знаешь, ну, жирная туша, да, которого можно там и загрузить, и поймать на том, что он там, ну, как-то неправильно выразился, или там начал там руками махать и так далее, короче. И с него можно выбивать бесконечно эти финансовые средства, да. И единственное, что он сможет сделать, это он просто может схорониться снова, значит, на этом СВО. И вот я так думаю, что все же уже привыкли в Рашке, да, что денежки-то идут, да, что там перекаты вот этих бюджетных средств, там все прочее под видом какой-то помощи, там и все прочее, что они там в огромных количествах собирают в эти непонятные фонды. Все это же аккумулируется, и всем все нравится. А тут на тебе мир. Да, легких денег уже не будет, короче. Что там, ну, произойдет-то? То есть, как ты вот оцениваешь эту ситуацию? В России-то хотят мира или нет? Ну, вот эти маргиналы вот эти. Или они как? Они говорят, да, типа много жертв, короче, Путин нас там сгноил, или там коварный Запад. Значит, Согласно ну, что там? социологическим исследованиям, простого среднестатистического россиянина интересуют только социально-экономические проблемы. Пока у него есть возможность решать свои проблемы не набитого желудка, какие-то покрывание кредитов, там, расходов, он будет пользоваться этим. Если эта возможность быть наемником предоставляет такие возможности, покрывать такие потребности, что Машка может послать своего Ваньку, пойди, типа, как в лагере, постоишь там, покопаешь, и ну, все, там еще какого-нибудь, так, сына тоже можно отправить, всех можно отправить. Вот. Тут мы увидели дальше, знаете, феномен такой. Вся страна стала какой-то одной огромной наемнической, блядь, империей. Или что это, как это назвать? Наемнистан какой-то. Но. Не, ну я считаю, что Путин это тонкий расчет на самом деле, потому что ничего необычного в этом нет. Это чисто советская такая же система, когда всех посадили на паек, да, то есть причем сделали невозможность существования, например, ну, казалось бы, вот чего проще, вот у нас там тоже эти, значит, активисты, там, Хамбалама, там и так далее, хотя они деньги на эту программу получают из какого-то бюджета или специального фонда, потому что во всех этих республиках, где скотом занимается, там есть такая типа социальная отара, короче. То есть ты можешь запросить там 150 голов овец, там начать выращивать, и эти 150 голов дадут, и лишь бы там, ну, какие территории там, значит, занял, и эти овцы бы там паслись, и там какие-то, ну, скидки по налогам, может, еще что-то есть, да. Ну, и вот, казалось бы, простая идея, короче, да, вот Бурятии, степи, там все прочее, скот там отъедается, самое вкусное там мясо, ну, вот это все, да, чушь, короче. Но никто не говорит о том, что там волки, что надо каждый раз эту овцу прививать и все прочее. Там не только волки у нас воруют, но еще и воруют
орлы там всякие и все прочее. То есть полно всякой живности, которая, в том числе двуногая, которая готова в случае чего этого барана у тебя украсть, да. Все это тяжело, трудно. Но, казалось бы, вот займитесь, да, и так, типа, это будет такой, ну, как бы, неприкосновенный запас, да, в случае чего, короче. А оказывается, что наоборот, что при таких условиях тебя настолько сильно обкладывают всякими налогами, что никакая сельскохозяйственная деятельность, она в принципе в плюсе никогда не может быть, если ты там ну, с утра до ночи не работаешь, короче. Не каждый человек может 24 часа в сутки на протяжении там, целого года-то даже отработать. Поэтому, естественно, там происходит обнищание деревни, да, то есть вынуждают сесть на этот паек в виде вот этой пайковой зарплаты. У тебя, я там, кстати, читал, или не у тебя ли, о том, что типа работяги требуются, да, нет, это, по-моему, у Григорьева, о том, что типа курьер получает больше, чем работяга на заводе, да, но на заводе это работяга может там 20 лет получать этот паек. Понимаешь, и вот эта кусочно-паечная система, которую большевики ввели, она ведь очень действенная. Потому что людишки уже привыкли поколениями сидеть на таком пайке, да, и вот как только им предоставляется такая тоненькая возможность получить больше, чем паек, да, там, скажем, 10, 20, 30 пайков, да, это то же самое, как в средневековой Японии была там самурайская такая система распределения, там все в рисе мерилось, там 20 коку риса, там 200 коку риса, уже богатый. Понимаешь, здесь такая же точно система, абсолютно феодальная, я считаю. И Путин, он прекрасно знал, что вот этот мобилизационный резерв, никакие там идеологии, там возвращение этих политруков, там, и так далее. Ну, дурачки были, конечно, но они как дурачки же, они геройствуют. Вон среди бурят тоже полно было дурачков, этих там подполковников, полковников, которые мечтали генералами стать, да, и там, ну, нарывались на засады, погибали там и так далее. Сейчас тоже я фиксирую большое количество смертей среди бурят толковых, которые вот в войну вот в эту научились воевать, да, и которые, ну, я так думаю, что были национально ориентированы. И теперь будет сложно, потому что, ну, вот вернутся эти с войны, вот эти вот, значит, соколы путинские, так скажем, да. И будут они думать, а почему Бурятия не для бурят? А почему у бурят нет бурятской власти? А почему Бурятия от Енисея? И нету Бурятии от Енисея до Амура? Куда все эти ресурсы идут? Куда все это уходит? Да, у вас в Смоленской республике, наверное, то же самое. Нет? Да то же самое, и все знают, что, ну, все смотрят, о, там вот бы в Смоленске было как в Москве. Ну, блин, ну, а ты подумай, почему в Смоленске, а не как в Москве. Вот. Я не знаю, если так много таких людей, которые не могут понять, зачем нам прокладка в виде Москвы для существования нас, ну, какой уровень тогда интеллектуального у этих людей? Мы слишком переоцениваем, наверное. Смотри, Ирина Боровских пишет, вы националист, это очень плохо. А кто националист? Ну, а, видимо, я. Там Да. или живее? Не, ну, не знаю, Ирина, если вы нас смотрите, напишите, кому вы свои претензии посылаете. Дальше. Или, может быть, вы хотели похвалить? Некто Роман Жигарев пишет, для возрождения национальных республик что-то, для нормального индекса рождаемости у бурят, какую альтернативу может предложить левый дискурс? Тебе вопрос. Мне вопрос? Ну, ты же левый. Ну, смотря что подкладываешь под этим, ну, экономическую. Ну, видимо, вот Рома Жигарев имеет в виду. Вот. И я-то как левый дискурс. Экономически, да, так сказать, левак. Ну, понятно, то есть против олигархов, за распределительные системы, за welfare, Ну да. за то, чтобы вот это общее благо распределялось пропорционально. Скандинавская, да, система. Скандинавская система, вот видите как. Вот. Ну, миграция, по скандинавскому типу миграция, когда там, значит, хорвато-сербские эти жеребцы покрывают этих шведских русоволосых кобылок, Да, получается всякие дело-то Ибрагимовичи в том, и так что далее. когда все это разнесется на куски, разрушится, нам останется инфраструктура абсолютно убитая, народ дегенеративный, тупой, дебилы, я бы сказал. Хорошо, политик, да.
Вот. Система образования, которую нужно полностью сносить, я не знаю, делать какие-то частные учреждения, там НКО вместо вот, принудиловок вот этих школьных. Вот остается армия вот этих учителей, которые просто, ну, это политруки, блин. Что с ними делать, неизвестно вообще. Как иллюстрацию делать, с каких... Надо чего пригласить неизвестно. Сороса, Да. сделать как в 90-е годы. Надо ли Сорос? Нет, создать такое понятие, как соросовский учитель, короче. Я считаю, нормальная система тогда была. В принципе, в 90-е годы вот эти вот совковые, вот эти, Да. даже самые вот эти агрессивные комсомольские вот эти бабки, короче, даже они риторику сменили, потому Так, что, понимаешь, такое население, оно четко понимает, что вот центральный курс на демократию, на нашу советскую демократию, которую вот эти проклятые коммунисты там извратили, там, понимаешь, то есть под соусом же этим подавалось. Я, слава богу, в 90-е годы учился, короче, потому что когда я начал, ну, так отдаленно начали доноситься вот эти, значит, вот эта чушь, которую там начали с середины 2000-х годов детям втирать, я понимаю сейчас абсолютно вот эти 22-23-летние, которые при Путине еще родились, и которые вот сейчас добровольно большей частью поперли туда, значит. Да, так продолжая это. Абсолютные отвечать полудурки. на вопрос, Да. как в Бурятии, да, повысить рождаемость бурят. Ну, во-первых, я как социалист хочу сказать, что нужно улучшить экономико-психологическое состояние, для начала сделать, чтобы у людей было понимание, что они могут прокормить свою будущую семью. Что касательно, да, повышения именно бурятского этноса, ну, Лебенсборн. ну, я не был бы так категоричен, да, законодательно, типа, нужно запретить не заниматься сексом с небурятами. Наоборот, нужно культивировать традиции, которые бы на уровне семей, кланов, да, отдавали бы предпочтение выбирать себе пару среди бурят. Вот так. Ну, логика в этом есть, здравое зерно, как говорится, всегда есть. Но я считаю, что, вот как я бурятский националист, говорю, что вот есть отломанный ломать, да, вот от булки хлеба, от краюхи хлеба, ну, от этого, от куска хлеба отламывается, ну, и хрен с ним, пускай отламывается. У нас таких полудурочных женщин полно, хватает, как говорится. Там, учитывая, вот опять же, индекс рождаемости среди бурят, ну, выживают больше женщин. То есть это исторически так было. И в этом отношении, с точки зрения вот просто технической, математической, статистической, буряты вот сидят уже больше 100 лет на низком старте. То есть у нас численность за счет большего количества относительно мужчин, количество женщин может возрасти кратно, десятикратно на порядке за одно поколение. Другое дело, что вот это мешает, вот эта вся система, которая в Бурятии существует. И завтра я, кстати, буду давать интервью, дорогие друзья, ссылочки завтра поставлю, будет интервью у меня. И я как раз вот на эти вопросы постараюсь более полноценно ответить, но предварительно скажу, что вся система сейчас направлена, вот посмотрите, и колонизация столыпинская, и потом сталинская колонизация, и разделение наших единого субъекта Бурят-Монгольской ССР там на три, значит, включение вот этих бурятских земель в русские пролетарско-социалистические вот эти колонизационные области, оно сыграло с бурятами такую штуку, что нас искусственно разделили, искусственно не дали создать единую нацию, советскую даже пусть. Черт с ним, советскую нацию тоже можно было, советских бурят. Так точно так же, как сейчас советские казахи существуют, советские эти, значит, кыргызы там и так далее. Я тут с удивлением с одной девицей спорил, короче, я говорю, вот как там. Нет, мы, говорит, там, в Бишкеке говорим на русском. Я говорю, ну и что? Ну, я говорю, ну каждый же кыргыз говорит еще на кыргызском языке. Ты что говоришь-то? Ну мы, говорят, в Бишкеке говорим на русском языке. То есть она, то есть, я говорю, чем гордиться-то? Такое ощущение, что она как бы что это плюс относительно каких-то других регионов Кыргызстана, где там вот в Бишкеке они, значит, по-русски говорят. Вот как достижение какое-то. Я говорю, наоборот, это действительно опрессия. То есть говорить на русском языке в качестве показателя чего-то там. Но это глупость, я считаю.
И вот действительно там нужна деколонизация, причем очень жесткая, системная, систематическая, националистическая. А вот у бурят вот этот низкий старт, да, рождаемости, почему? Потому что нет националистической идеи. Вытравливали. Послушайте этих вот моих оппонентов, которые везде там испоганились, изговнились, короче, на каждом форуме там обо мне трещат. Вот здесь даже вот наймиты этих мелких квадратномордых этих карлиц там, всех этих распутных морландих там и так далее, да, все он там пишут всякие гадости, короче. И из-за этого не происходит роста индекса рождаемости. Вот как только Бурятия для бурят станет, сразу 1 к 10 будет. Фертильность женщины 1 к 15 сделаем. Смотрите, да, еще можно глянуть законодательно, что делала Россия, чтобы повысить рождаемость россиян. Да много чего делала, и деньги какие приплачивала, и не работает. Запретить законодательно хотят. Ну, например, после войны запретили никуда. аборты. В итоге Да. выросло поколение никчемных людишек, которых ни мать, ни отец не хотели. Да, запретили. То есть что это мы разрешим аборты, а некоторым группам лиц будем делать аборты принудительно, чтобы они размножались. Тоже как-то не получилось, тоже рождаемость как-то не увеличивается. Спасли эти самые карты поляка. Вытаскивали всех, у кого там есть где-то бабка, детка. Ну, да, часть это было направлено именно на решение статистической дыры, которая сейчас вот возникает как раз, потому что к 2030 году в Польше будет порядка то ли 40, то ли 50% пенсионеров. И они вот никак не могут этот вопрос решить. И я был на конференции, в которой указывалось, что если Польша хочет сохранить темпы экономического роста, которые вот на 23-й, на 22-й год существовали, то она ежегодно должна, точнее до 27 года она должна принять более 5,5 миллионов мигрантов молодых от 18 до 60 лет, ну то есть там есть какой-то срок, который вот считается экономически продуктивным, так скажем. Ну, все эти практики, как показывает. Ну, мне кажется, не миграция для получается. Польши, она будет позитивный смысл нести, потому что, может, поляки, как моноэтническая нация, они, может, уже друг другу надоели там, и, в общем, уже не хотят вот эти браки внутри себя заключать. Может быть, там Возможно. Ну, можно определенное количество бурят, да. так скажем, Карту монголов. бурята, кстати, можно будет проработать. Но тут у нас мошенники есть одни, они там разрабатывают, значит, карту монгола. Сейчас я написал письмо в монгольское посольство с просьбой прояснить ситуацию. Короче, будем ждать ответа. Надеюсь, монголы ответят в срок. И если не ответят, я буду писать Народных Урал, прям официально письмо, короче. То есть не просто так, это будет журналистский запрос. Так что, в общем, я там упомянул, кстати, я опубликую это письмо по поводу, значит, мошеннических действий со стороны некоторых российских граждан, которые пытаются на инфо-цыганстве, значит, на создание типа карта монгола. Понял? Ну, слезали идею у поляков, короче, но не до конца. А как они могут ее создать, если это должен быть государственный орган, который... Не, они вроде как, занимается? знаешь, логика такая, дайте нам денег, мы там вот бегаем там, короче, с монгольскими активистами, базарим и так далее. А там дело в том, что, видишь, в Монголии активистов вагона маленькая тележка, и говорят, вот этот, кто там прицепился со стороны Монголии по поводу разработки, это, значит, такая одиозная личность, которая там, понял, эти зетошные эти марши проводят в Монголии, понял, Путина поддерживают, там за войну, против Украины выступает и так далее. Ну, такой комический персонаж. Ну, видимо, там просто его с этого, как его, с Россотрудничества выделили, видимо. Ты говорит, давай-ка с этими там поубывай дурачков. Я более чем уверен, что есть какие-то юридические механизмы уже сейчас у Монголии, где достаточно будет предъявить, скорее всего, родственную связь, доказать. Там есть закон о репатриации. Они, видишь, почему боятся. У них там жестко очень миграционное законодательство, потому что в свое время, например, Улан-Батор, он назывался Урга, это был чисто китайский город. Был такой город Маймачен, это был чисто китайский город, там монголы жили только поскольку, так скажем, да. То есть огромное количество, на самом деле, китайцев, ханьцев, маньчжур,
которые раньше проживали, да, в Монголии, вплоть до конфликта на Даманском, их достаточно большое количество было. Их выселили. То есть их просто взяли и выпнули, короче, лишили имущества и выпнули их в Китай. Вот в этот социалистический хунвейбиновский Китай, и там они тоже хапнули. И есть ассоциация, которая, ну, хочет вернуться, типа, да, и при этом, видишь, есть такие неравноправные договоры, которые Китай денонсировал, и вот долгое время считалось, что внешняя Монголия, нынешняя республика Монголия, это значит, непременно должна быть частью вот, КНР, например. И монголы, они очень сильно боятся вот ассимиляции, потому что если пустить там 200 тысяч китайцев, да, которые были раньше гражданами Монголии и так далее, через там поколения окажется, что монголов меньшинство. И в этом есть определенные, значит, опасения со стороны, и поэтому они очень жестко имеют миграционное законодательство. Если вот эту карту монгола, которую вот эти мошенники там продвигают, пустить, так ее может и гражданин Китая получить, согласно вот этим нарративам, так скажем. А вот тот же бурят, который 300 лет живет на своей земле, как минимум, с момента оккупации московским государством, да, а так мы являемся автохтонным населением, 15 тысяч лет как минимум живем на этих территориях, то мы никаких прав не имеем, согласно этой карте монгола. Только мордой, что ли, вышли или как? Ну, то есть там куча таких тонкостей и нюансов, которые, в общем-то, являются чисто инфо-цыганскими, и там дурачки у меня до сих пор в группе там еще пишут, подпишите петицию, которая там 300 человек подписала, никому не нужная. Ну, шизофреники, я говорю, ненормальные люди просто. Не понимают сущности. Я уже сколько там, уже больше года разбиваю вот эти влажные мечты этих дурачков, потому что монголы ничего не сделают, я вам говорю. Это политически несообразно. У них молодое, юное население, короче, там очень много молодежи, которой тоже не хватает своей работы. Зачем они будут кого-то привлекать в свой сектор, да? Каких-то непонятных там стариков, каких-то пенсионеров там и так далее. Вот в основном там крякают и на эту тему в основном всякие пенсионеры, там вот этот лесничий какой-то там все время пишет, короче. Это из-за тебя я, кстати, написал. Слышь, лесовод или лесоруб, как ты там, короче. Из-за тебя я написал, ты меня настолько сильно раздразнил своими комментариями, что я написал. Сейчас Великий Хурал буду писать. Да, Но. ничего себе. Так, ну ты, короче, отжег речь, я уж забыл нить повествования. Так, ну, что там с этим, как его, с Дудкиным-то? С Дудкиным. Значит, на каком этапе это все выяснилось? Вот что интересно, даже я еще не успел с ним поговорить. Должно было быть у них заседание их ПХД, и, на которое его не позвали, но потом оно случилось. И там он сказал, что он сотрудничал Он разоблачился перед своими... Да, саморазоблачился. Я так полагаю, да. У кого-то были какие-то факты, кто-то вытащил. Видимо, у кого-то были или есть знакомые там, кто вытащил и поставил перед фактом. Просто, ну, если бы не было фактуры, то и зачем саморазоблачаться? Я думаю, что это не слив. Это, наверное, все-таки украли какие-то... Там же было взлом какой-то был. Год, по-моему, назад я читал о том, что какие-то киберпартизаны или кто ли там выкрали, короче, какие-то досье. Как раз вот на стукачей там или еще что-то в этом роде. То есть вполне возможно, что есть некоторая база, которая в руках вот у правительства Тихановского. Ну, в общем, да, это был один из элементов и политической борьбы белорусской иммиграционной, этой самой политики. И вот здесь шпионский. А что по этому поводу говорит патриарх белорусской политики Зенон Поздняк? Известно его мнение? Пока Зенон Поздняк не дал никакого... Или я пропустил, или он еще не писал. Не писал, да? Ну, потому что, смотри, там же ведь куча разоблачений было за последний год, я так понимаю. Там какого-то правозащитника раскрыли. Я еще помню, в 22 году моя коллега сказала, что, говорит, там чуть ли не 25 лет работал в правозащите какой-то персонаж, короче, а оказался, что был как его, співробітником. Да, возможно, как и все адекватные люди, он ждет какого-то ответа от АБУ. Вот. Ну, то есть, все-таки АБУ занимается Дудкиным? Ну, доподлинно неизвестно, но если
раз на то пошло, то, скорее всего, да. Но мы об этом не знаем. Никто об этом не знает. И они бы попросили, чтобы он об этом никому не говорил. Потому что спецслужбы не любят, когда кто-то что-то знает. Ну, в ты так процессе. уверенно говоришь, как будто сам с ними разговаривал. Ну, в общем, смотрите, у нас время подходит к концу, там буквально несколько минут осталось, и, в общем, такой стресс, давая все-таки, понятно, что с Дудкиным ничего не понятно, это раз, а вот по Украине, какой пессимистичный вариант, что Украину просто сдают, сливают, так можно сказать, или же это просто такая игра на тонкого, и, в общем, в конечном итоге окажется, что никто Украину не слил, но принудили Путина к, значит, прекращению огня с позиции силы. Нерадужные у меня, короче, представление об этом всем. Угу. Все вот это сейчас ватное население, которое там осталось в захваченных территориях, которое уже рекрутировано в армию. Они же бегали и кричали, что не нужно нам ТЦК, они тут нас в автобусы загоняют. А пришел российский военком, просто дал тебе пизды и засунул тебя в бус. Вообще даже не церемонясь, не представляясь. Вот, надели на тебя форму зеленую и давай, вали. Вот. Там спецслужбы, там влились российские деньги, там развелись уже сети всякие, агентурные, там, денежно-финансовые, криминальные. Все российское туда уже пришло. Вся вата находится, все оставшееся там. Туда понаехали уже тоже какие-то там мигрантов не понавезли. Ты говоришь, что оккупированные части Оккупированные, да, Украины. части. То есть, в принципе, ты считаешь, что никакого соглашения по Украине в границах 91 года не будет? Видимо, мне так кажется, что Мгм. оставят все так, как есть. Путину это нужно для того, чтобы взять какую-то передышку до следующего наступления на страны Балтии. И в это время, в этом промежутке Мгм. он захватит полностью Беларусь. Мгм. Да, как-то нужно будет подвинуть Лукашенко, выдать эту победу как геополитическую. Смотрите, мы тут собираем Советский Союз по частям. Ну и потом махнуть. Ну а Прибалтика же ведь в НАТО. Там этой самой одной ротой можно пройти все 3 страны, пока там в НАТО будут размышлять вообще, как реагировать, уже ничего не останется. Ну, честно говоря. Всего лишь нужно 3 столицы там захватить, и все. Это они умеют. Эти страны еще меньше, чем одна Литва, по-моему, такая же, как Смоленщина. Мгм. Вот такой вот план. Ну, то есть, все-таки... Да, сейчас идет борьба, вот это, да. То есть, вот перемирие эта вот никому идея, будет. которая там, значит, проходила, ну, знаешь, там, года 2 или 3 назад, что, типа, если мы развалим Россиюшку, да, то есть, тоже там вот на форумах свободных государств пост России, там где-то вот в кулуарах, там тоже эти вот, значит, всякие там сибирские там отчепенцы там и все прочее, они говорили, вот, да, вот сейчас это везде Китай, там, типа, да вот сейчас, если Россиюшка развалится, типа, там, Китай усилится. Я говорю, за счет чего? Своих ресурсов Китая предостаточно. У них своей нефти, вагон и маленькая тележка. Понимаешь? И лезть куда-то туда на севера, где там 7 месяцев, значит, холод, короче, ну, только могут китайские, значит, эти всякие мошенники там и все прочее, которые, ну, действительно нацелены на сверхприбыли, да? Добровольно Китай эти территории в принципе не возьмет. И поэтому есть шанс, значит, у тех государств, которые декларируют, значит, свою независимость и суверенитет, да, может быть, под опеку Китая подойти, но никто не будет из китайцев за счет того, что Рашка развалилась, усиливаться. Китай не усилится. Но я так чувствую по вот этим всем речам, что действительно сейчас Соединенные Штаты готовятся к некому конфликту на Тихом океане. У них гораздо более цель такая, да, сохранить вот этот свой союз, свое влияние в Японии и в Южной Корее, на Тайване, потому что Китай, по-видимому, готовит операцию по захвату Тайваня. И тут вполне возможно есть некоторые опасения, что они хотят Путина
перетянуть на свою сторону или, по крайней мере, сделать его нейтральным в свете вот других более значительных геополитических изменений в мире. Короче, хотят, каждая сторона хочет выторговать в этом неизбежном мирном договоре, выторговать себе побольше. Потому что всем и так понятно, что нужно перезагрузиться для того, чтобы продолжать войну. Рельсы уже построены военные. Вот. Все зависит от того, кто на что выторгуется. Будем долго еще жить при этой войне. Все понятно. Большое спасибо за внимание, друзья. Сегодня в среду, 19 февраля, на волнах ИМИ радио вы слушали передачу «Свободный Смоленск». Экспериментальную. Зуртан Халтаров, ведущий, гость Владислав Живец. Благодарю вас за внимание. Всего хорошего. До свидания. Мы победим. Свободу Бурятии, свободу Смоленску. Да, пусть патриотам лично снится смоленско-бурятская граница. Так, сейчас. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Каждый день с утра и вечером повторяйте эти слова. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе.